Год патриотизма, объявленный главой Республики Саха-Якутия, охватил все города и улусы, поселки и наследие республики. Все учреждения Министерства культуры и духовного развития Якутии готовили свои программы. От музеев и библиотек, Национального архива Якутии до государственных и народных театров полностью были поглощены работой над постановками спектаклей, выставок, концертов и выпусками видеоматериалов от клипов до онлайн-трансляций. Проведено более 5000 мероприятий, посвященных юбилейному Году Победы и Году патриотизма. Наша главная задача работников культуры – передавать ценности культуры новым поколениям жителей на этой земле. У нас в республике в этом году передавать новому поколению было содержание той памяти, далекой памяти, которая является нашей исторической миссией. По всем направлениям нашей работы мы действительно сделали многое. Активно общались в социальных сетях по всем параметрам нашей работы. Музеи, исторические явления, ленд-лиз. Наши кинопроизводители, по произведениям Тимофея Сметанина в этом году появятся 2 кинофильма «Сердце солдата» и «Егор Черен». Да, год не зря прошел, и эта память о войне, словами нашего Тимофея Сметанина, юбилейный год его жизни, пройдет и выйдет на экраны. Мы снимаем фильм об истории работы НКВД на территории нашей республики в годы войны. По сохранению, организации работы старательских артелей, он так и называется «Холодное золото». То есть на кинолентах, стенах наших музеев, нашей библиотеки, наших концертных и театральных учреждений, где-то воочию, где-то в режиме онлайн, в социальных сетях, мы проделали большую часть всей работы, которую запланировали. Состоялся масштабный республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Слава тебе, Родина наша», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие около 700 певцов из 26 самодеятельных хоровых коллективов Якутии. Перед жюри хоровые коллективы выступали в академической и народной манере пения. Обязательным условием было исполнение произведений, посвященных воинской славе России. Гран-при республиканского фестиваля конкурса патриотической песни завоевал Тюнгюлюнский народный хоровой коллектив из Мегино-Кангаласского улуса. В заключительном гала-концерте ярким исполнительским мастерством зрителей порадовали заслуженные артисты России и Якутии со сводным хором из 700 человек. Всего в конкурсе приняло участие 634 участника. Театр юного зрителя Якутии открыл 29-й сезон моноспектаклем «Зоя» по поэме Маргариты Алигер в постановке заслуженной артистки Валентины Якимец в новом Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Спектакль, поставленный современным эстетическим языком, посвящается юной героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской, которая стала символом величия и мужества юного поколения, не пожалевшего своей светлой жизни ради победы и свободы будущих поколений. Зрители смотрели спектакль со слезами на глазах и аплодировали стоя. Все-таки артист на сцене 50 минут, это, как говорится, это все равно это скучновато может показаться. И они все сидели, смотрели, они переживали героя, да? Просто все-таки страшная история про Зою Космодемьянскую случилась. Люди должны знать о своих героях. Ну как, почему? Мы под одним небом ходим, потому что благодаря им, благодаря ихнему мужеству, чести. Я не прощу себе такое, чтобы, как это можно не помнить, к сожалению. Это ужасно, если это забуду. В
Сахатеатре имени Платона Алексеевича Аюнского состоялась премьера спектакля «Сандарар Сарел Саллаттара. Судьба солдата». Автор Дмитрий Наумов посвятил спектакль светлой памяти Николая Надтосова, ветерана Великой Отечественной войны из Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса. Смелый солдат, пройдя все испытания на поле брани, вернулся живым на малую родину благодаря любви к девушке, вселявшей ему надежду и силу. В спектакле показано, сколько несчастий выпало на судьбы наших ветеранов и тем, кто не вернулся с полей сражения, кто умер от ран и преждевременных болезней в мирное время после победы. В этом спектакле показано, как любовь вынесла все ужасы войны и завоевала победу. Он в Харьково окружение попал. Там погибло 55 600 человек и 98 тысяч плен. Они группу собрали, и Николай Алексеевич в числе вот этих 36 сторон вышли, 6 человек из 30 вышли. И полковое знамя вынесли. Но бездетный был. Но воспитал приемных дочерей двух. И вот Макара. Он был кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Великий труженик, сельский человек, простой. Вот такую жизнь прожил. И про него я написал. Зал плакал. Когда он умирал, он хотел дожить до 50-летия Победы. Но месяц лишним он не дотянул. Вот у него была мечта. Вот я выйду на трибуну и скажу: мир не воюет 50 лет благодаря нас. Вот вы какие. Работники культуры никогда не забывали историю о судьбах артистов Якутии. В годы Великой Отечественной войны многие студенты якутской студии Ленинградского театрального института ушли на фронт со студенческой скамьи, и практически все погибли на полях сражений, а оставшиеся во время блокады и обороны Ленинграда. Всего было 34 будущих артиста. Один из них, талантливый, яркий Егор Мыреев, воевал под Ленинградом, стал известным снайпером, сразил свыше 60 фашистов и погиб, защищая подступы к Ижорскому заводу. Подвиг артистов Якутского музыкального театра, работавших в тылу, и многих других увековечили в фотоколлаже «Танк Победы». Во время войны артисты Якутского драматического музыкального театра поставили спектакль «Нюргун Батур стремительный». И вот как раз этим спектаклем они объездили практически все улусы нашей Якутии и собрали деньги. Артисты, творческий состав, они решили все-таки часть заработанные деньги отправить, и чтобы на заводе построили танк «Нюргун Батур стремительный». И появилась, благодаря вот этим средствам, появилась даже целая танковая дивизия. Официальная благодарность от Иосифа Виссарионовича Сталина. И у нас появился очень хороший коллаж, который можно увидеть и на площади Орджоникидзе, который можно увидеть и рядом с цирком, вот на площади, да, который можно увидеть на Петра Алексеева, 49/1. Это такой большой фотоколлаж, в котором отражены как раз-таки наши дедушки, бабушки, сотрудники театра. Запечатлены фотографии тех самых артистов, которые в свое время собирали вот эти денежные средства. Это практически дань памяти артистам и дань памяти также и нашим дедушкам и бабушкам, которые в свое время и воевали, и работали в тылу. Мы решили, что это исторический факт должен сейчас обязательным порядком, мы должны напомнить об этом нашему нынешнему поколению, современникам. Впервые на официальном сайте Национального архива Якутии открылась рубрика, посвященная вкладу народов Якутии в победу, где представлены 10 разделов с подлинными архивными документами о призыве по районным военкоматам, о снайперах, героях Советского Союза, списки документов с поисковыми данными о тружениках тыла Якутии. Национальный архив выпустил ряд уникальных книг, посвященных Великой Победе. Сегодняшнее поколение может получить сведения о Великой Отечественной войне, о своих родственниках, о ветеранах,
И через электронную почту, и через обращение на сайт. Мы передали Национальной библиотеке оцифрованные образы общесоюзной переписи 1926 года. Там была проведена перепись по месту жительства. Тогда они жили не в поселках, а по урочищам. Да. Все они были переписаны. Первичный материал для того, чтобы оттолкнуться, для поиска, да, своей родословной. Только зная свои истоки, можно любить свою родину. Исторический парк «Россия. Моя история Якутии» стал настоящим форпостом по проведению различных выставок о Великой Победе. Парк провел более 1000 различных мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Открылась уникальная мультимедийная выставка «Победа-75», синтез мультимедийного контента и предметного ряда, включающий десятки исторических артефактов тех лет. Среди них личные вещи выдающегося якутского снайпера Ивана Кульбертинова, письма и телеграммы с фронта и еще множество редких предметов, хранящих историю Великой Победы. В историческом парке открылась мультимедийная выставка «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Действительно, вот такое настроение памяти, гордости за своих дедов, гордости за свою родину. И этот подвиг, который 75 лет возродил новую нашу родину, тогда Советский Союз, сегодня Россию, он и есть для нас, для нашего поколения исторической миссией, которую мы должны оставить в сердцах молодых людей, которые только пришли жить, которые только учатся любить и защищать свою родину. Мультимедийная выставка собрала более 200 картин из 35 музеев России. Также на выставке можно увидеть уникальную картину якутского художника Петра Романова «Помощь фронту», которая любезно предоставлена из коллекции Алекминского музея истории земледелия Якутии. Память поколений «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» стала настоящим современным историческим фактом Года памяти и славы России и дополнила исторические мероприятия Года патриотизма в Республике Саха-Якутия.